дня до СЭХа 23-24 июня у нас прошел межмуниципальный форум, круглый стол по насущным вопросам местного самоуправления, по реформе местного самоуправления в нашей стране. У нас гости были с разных регионов нашей страны, в том числе руководство управления Всероссийской ассоциации местного самоуправления, в том числе депутатов Государственной Думы, это председатель Координационного совета представительных органов Российской Федерации, депутат Государственной Думы Гарин Олег Владимирович, президент Союза заполярных городов и городов севера нашей страны Веллер Алексей Борисович и, конечно же, руководство правления в РМСУ Иван Николаевич Цицерский, первый заместитель председателя правления Гусева Ирина Михайловна и многие другие участники, наши коллеги, председатели, главы городов. Конечно же, мы очень рады, что гости, несмотря на свою большую занятость, они выбрали время, приехали. По форуму мы обсудили очень много вопросов, которые связаны с развитием нашего города, показали нашим гостям, участникам форума, как развивается наш город, какие проблемы стоят перед городом. Также показали наши достижения. Мы были в учреждениях образования. Породил садик, 15-й садик, уникальные отделения и театральная студия, музыкальный зал с таким прекрасным белым роялем и как подарок Александра Сергеевича. Это, знаете, наверное, достойно примера для всех губернаторов, как нужно относиться к социальной сфере. Я ее всегда поддерживал и просил всех мэров: уделяйте, пожалуйста, образованию, детям первостепенное значение. Посетили также предприятия нашего города, и как раз вот мы увидели, как на самом деле мы занимаемся, можно сказать, импортозамещением. Видите сок? Видите, вот это самое лучшее, когда есть сок, это считается лучшее вообще. Она должна быть соком, не размер. Самое главное, сколько сока в ней и содержание в ней подкормки. Почему она дома у нас такая. То есть она, как только она отборная, это значит, что ее сильно подкармливали. Это значит, что немного нитратов, она мертвая. Ну-ка, черри попробуй. Зачет вот интересно. Значит, что она выдержана абсолютно верно. Значит, ее правильно кормили. Значит, в этом черри достаточно сока. Сок. Помидор, главное, вот мелкий сок. В крупном помидоре жила. То есть вот он должен быть жилистым. Потому что он лежит у нас, да, мы салаты режем. Почему? Помните, когда салат приправу сделаем, только тогда, добавляем масло оливковое, обычно сметана, соком смешивается. Сока не должно быть много в большом. А в черри вот именно так сока должно быть, очень правильно. А перец? Я его ем, смотрите. Ага. Если отделение кожуры во время жевания у перца происходит во рту, это значит, что он технологически правильно был подкормлен, ему хватило влаги, ему хватило тепла. Это значит, что искусственной подсветки было очень мало. То есть он живой тогда называется. Перец очень правильно. Наши предприятия готовы обеспечить и импортозаместить ту продукцию, которая будет уходить с рынка. Также побывали на 203-м микрорайоне, вот, где участники нашего форума могли воочию лицезреть развитие нашего города. Ведь Якутск находится в районе вечной мерзлоты, и по большому счету здесь особое строительство. Я когда увидел микрорайон 203, а сейчас еще перспективные, готовится, по-моему, 205. Знаете, удивительно, когда главный архитектор города очень профессионально и, знаете, самовлюбленно в свою профессию рассказывает, как будет развиваться город Якутск. Восхищаешься тем, что от свай традиционного строения домов до насыпных грунтов, обычных ленточных фундаментов, это перспективное развитие. И фасады зданий современных микрорайонов ничуть не уступают московским. Вот это бросается в глаза сразу. Если вот так вот поставить в этом микрорайоне, одном и втором, и сказать, что за город, не скажешь. Потому что начнешь думать, что ж это за город. Потому что он такой же современный, красивый, как и все остальные современные микрорайоны нашей страны. Поднимали вопрос по строительству Ленского моста.
говорили о том, что этот мост, он не только связывает Нижний Бестях и город Якутск, но и связывает в целом северо-восток нашей страны, что участники форума вот в своей результативной части резолюции форума отметили вот именно строительство моста, необходимость строительства. Здесь 3 часовых пояса в Якутии. Конечно, главная проблема – это транспортная. И когда на нашем форуме под руководством Семенова Альберта Никандровича поднимается вопрос, что необходимо строительство моста, дорожного моста через реку Лену, потому что это не только развитие территории Якутии, это развитие восточного направления России. Ведь это правда. Появятся новые рабочие места, это появится желание людей никуда не уезжать, оставаться на месте, оставаться их детям, внукам. Вот это очень важно, и мы, наверное, будем в Москве очень делать много встреч, обсуждений, чтобы помочь в строительстве автодорожного моста через реку Лена. Обсудили ряд других вопросов, которые касаются не только экономики, но и развития нормативно-правовой базы. Вы знаете, что у нас принят в первом чтении закон о местном самоуправлении. Значит, в первом чтении надеемся, что до каникул депутаты Государственной Думы рассмотрят все эти вопросы. Местное самоуправление, ведь оно разнообразное во всех регионах. Одно дело это запад России, Калининград, Псковская, Новгородская область со своими устоявшимися традициями вечевого собрания, обсуждения с людьми. И совсем другое это большие наши республики, как Якутия, Татарстан, Башкирия, где огромные территории, где очень много муниципальных мелких образований, поселений. И очень важно, чтобы вот эти территории маленькие развивались точно так же очень успешно, потому что это требование нашего президента страны Владимира Владимировича Путина. На любой территории человек должен жить достойно, комфортно и видеть перспективу развития этой территории. Вот это номер один. Во-вторых, местное самоуправление поглощает в себя от Дальнего Востока до Калининграда каждую территорию. И у нее есть свои нюансы. Я бы, наверное, начал с работы нашего муниципального форума. На самом деле мне очень понравилась эта площадка. Здорово, что действительно были откровенные разговоры. Они готовы принимать закон федеральный новый об общем принципах местного самоуправления, который раньше у нас был. Теперь он будет называться об общих принципах вхождения органов местного самоуправления в системе публичной власти. И мне кажется, очень важно, что вот мы перед вторым чтением мы на такой муниципальной площадке очень откровенно обсудили те вопросы, которые возникают, потому что, как мы с вами уже говорили, страна действительно разная, традиции у всех разные, поэтому важно все это учесть, чтобы самое главное, та власть, которая всех ближе к народу, именно муниципалитеты, развивались дальше и были как раз основой развития нашей страны. Также мы посетили круглый стол Комитета Государственной Думы по делам Дальнего Востока и Арктики. Прошло довольно насыщенное обсуждение вопросов, связанных с развитием нашей республики. Проговорили, потому что действительно вопросов много, в том числе обсудили северный завоз и те проблемы, которые волнуют, в том числе жителей Якутии. Поэтому, я думаю, тоже очень полезное заседание. Для 90%, мне кажется, россиян все-таки Якутия — это снег, это холод. И такое жаркое лето, 30 градусов тепла, это, конечно, тоже впечатляет. Красота, масштабы, конечно, Ленские столбы, река Лена. Ну и, например, даже меня впечатлило то, что мы видели круглогодичные теплицы, где выращивают и землянику, и огурцы, и перец, и помидоры. Это тоже очень круто, молодцы, так держать. Якутия является действительно жемчужиной нашей огромной великой России. Здесь живут очень удивительно талантливые, прекрасные, мужественные люди. Они обладают какой-то особым магнетизмом, какой-то особой доброжелательностью, каким-то особым чувством гостеприимства. И, конечно, для любого человека, который оказался на этой благословенной якутской земле, конечно же, считается, что это огромное счастье. Вот я действительно очень счастливый человек, потому что увидел природу, прекрасный праздник, а самое главное — энергетику удивительно талантливых, прекрасных людей. Стоит отметить, что вот гости и участники нашего межрегионального форума
посетили Эсэх Туймады, участники нашего форума насладились нашим национальным праздником, получили хорошую энергию. Эта вот энергетика, она поможет в делах, в развитии. Вчера мы подписали соглашение о том, что наши думы будут сотрудничать. Побывав в гостях, я очень рад этому событию. Я всей души поздравляю вашу думу, ваших депутатов, ваш аппарат с наступлением 200-летия со дня основания Думы. В этом году Якутская городская дума также отмечает 230-летие. И два представительных органа двух таких городов будут теперь дружить. Я считаю, что это очень знаковое событие. Тем более, несмотря на то, что Якутск гораздо меньше Екатеринбурга, нам, как выяснилось, есть чему у вас поучиться. С праздником, дорогие друзья! И те красоты, которые мы увидели, особенно ленские столпы, это невероятная красота, это достояние всего нашего российского народа. И очень хотелось, чтобы люди посетили Якутию, соприкоснулись с величием и красотой этого края, потому что здесь наша Родина. Каждый народ, он самобытен, и мне очень нравится культура, традиции якутского народа. Я тем более принял участие в обряде. Это, конечно, для меня тоже такое незабываемое впечатление. Поэтому, безусловно, очень здорово, ну и символично, что вот мы как раз присутствуем, когда городской думе города Якутска исполнилось 200 лет первому представительному органу. Мне кажется, тоже очень важно, что такие события происходят, и мы тоже храним эти традиции, в том числе по работе представительных органов, в том числе города Якутска. Дорогие друзья, мне хочется от имени жителей города Иваново поздравить всех жителей прекрасной Якутии с этим замечательным праздником. Эсэх, конечно, это один из величайших праздников народов мира. И я думаю, что это одно из самых величайших, таких ярких народных традиций, которые сегодня существуют во всей человеческой цивилизации. Осенью этого года мы также будем отмечать наш юбилей. Мы будем проводить нашу сессию праздничную, посвященную Дню города. Ну и, соответственно, в рамках 390-летия города Якутска, в рамках 200-летия у нас также пройдут достаточно много мероприятий.